В добрый час, друзья! Наш Лилькен зовет всех к морю музыки. Будем слушать красивую музыку выдающихся композиторов. Музыка башкирских композиторов ярко отличается национальным колоритом. Она глубокая и содержательна. Родную, близкую нам по духу музыку мы всегда будем слушать и играть с восторгом. Проект «Елкен Парус» детско-юношеского телеканала «Тамыр» дал возможность зрителям насладиться родной музыкой, а юным талантам подняться на новый уровень. Конкурсанты, исполняя родную музыку, дали новое звучание творчеству выдающихся композиторов Башкортостана. Открытый телевизионный конкурс юных исполнителей башкирской классической музыки проводится по 4 номинациям: фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты, народные инструменты. На отборочный тур второго телеконкурса «Елкен» мы приняли 186 заявок со всей республики. Уже на конкурсном туре юные музыканты получили возможность выступить перед камерой. Конечно, это очень волнительно, да еще и перед такими жюри. Зато юные музыканты смогли пообщаться с именитыми музыкантами и получили бесценный опыт. На протяжении всего конкурса уважаемые члены жюри были опорой для юных музыкантов, создавали теплую творческую атмосферу, давали ценные советы, переживали за каждого. Поддержка очень важна для ребят, ведь они только-только начинают расправлять свои паруса. Ведь когда чувствуешь рядом взрослое плечо, слышишь перед конкурсом добрые напутственные слова педагога, кажется, легче играть. Если взглянуть с точки зрения физики, то звук любого музыкального инструмента – это механическая волна, которая возникает в результате колебания упорного тела. Вот эту воздушную волну мы слышим. При игре на скрипке происходит множество физических явлений: трение, равномерное и равноускоренное движение, колебания, волновые явления, резонанс и другие. Вот почему у скрипки множество оттенков звука. Он может быть теплым и холодным, жестким и мягким, легким и тяжелым. Номер 10. Я буду думать, что она счастливая. Итак, представляю вам героя нашей программы «Юная скрипачка» Юлия Козловская, победитель в номинации «Струнные инструменты».
Поздравляю тебя с хорошим выступлением. Спасибо. Вообще, коллеги, хочу отметить, что все конкурсанты, все струнники играли в рамках приличной интонации. То есть после прошлого конкурса, видимо, были сделаны некоторые выводы. Вот я сейчас так сижу, думаю, наверное, на следующий конкурс надо всем говорить, чтобы играли увереннее, играли полноценным звуком, звучно, обращали внимание на ведение правой руки. И тогда на третьем, дай бог, конкурсе уже будет совсем хорошо. Спрыгивать со сцены будут. Действительно. А сколько лет вообще занимаешься на инструменте? 6. Уже 6 лет. Какие планы в будущем? Я еще пока не решила. Еще не выбрал. У тебя есть какие-то увлечения? Нет. Нет? Вот основное это увлечение — это скрипка. Ну вот, собственно, очень хорошее увлечение. Занимайся и дальше, и может очень хорошо получиться. Спасибо. Юль, тебе очень повезло в том, что у тебя есть замечательный педагог Фаина Борисовна Улановская. У тебя есть прекрасный концертмейстер. Большое спасибо вам за сегодняшнее выступление. Ну и у тебя мама скрипачка. То есть получается, что тебя музыка окружает со всех сторон. Не всем детям так везет, поэтому ты пользуйся этим, пожалуйста. И спасибо тебе за то, что ты так весело, непринужденно закрыла наш скрипичный день. Спасибо. Вообще, действительно, говоря о том, что мы сегодня дослушали конкурсантов в номинации «Струнные инструменты», отличная точка. Она такая радостная была. Поэтому я тебе желаю удачи. Спасибо тебе за яркое выступление. И надо продолжать заниматься на скрипочке. Увлекайся этим замечательным инструментом. Спасибо. Юлия, да. Когда будешь заниматься с закрытыми глазами, ты уже сможешь прорабатывать непосредственно образ. Тебе огромное спасибо за сегодняшнее выступление. Ты украсил конкурс, жирная точка. Поэтому и в дальнейшей твоей творческой карьере я желаю тебе всего наилучшего, успехов. Спасибо и большое. Поздравляю тебя действительно с таким ярким, радостным, веселым, задумчивым в начале выступления. Я хочу тебе дать такое упражнение, которое полезно на самом деле не только, наверное, для скрипачей, а вообще для всех музыкантов. Иногда попробовать поиграть с закрытыми глазами. То есть ты вот играла, и ты все это время вообще не отводила взгляда от грифа, от своих пальцев, полагаясь как будто бы только на зрение. А ведь ты уже так много и давно занимаешься, что я думаю, что ты знаешь, где находится каждая нота наизусть. А дело в том, что когда играешь с закрытыми глазами, гораздо сильнее начинают работать уши. И ты начинаешь находить какие-то совершенно новые краски, даже в тех, которые ты уже нашла, они раскрываются еще глубже. Мне кажется, тебе надо попробовать так поиграть, вообще не только эти произведения, а в принципе. И больше доверять своим рукам, потому что они у тебя явно хорошо поставлены, все на месте, и они у тебя все играют. Это даст тебе большую свободу. Если ты сможешь играть с закрытыми глазами, то с открытыми тем более. Вот, действительно, спасибо. Спасибо. Поздравляем тебя. Юлия, я тебя поздравляю и вручаю этот диплом тебе. Юлия, какие впечатления от конкурса «Елькян»? Мне очень понравилось выступать. И если я пройду на 3-й тур, то я буду очень счастлива сыграть с симфоническим оркестром. Юля занимается в детской музыкальной школе имени Наримана Сабитова в классе преподавателя удивительного человека Улановской Фаины Борисовны. Но через ее руки прошло много замечательных музыкантов, и я надеюсь, что Юля, занимаясь у Фаины Борисовны, станет впоследствии гордостью ДМШ имени Наримана Сабитова, гордостью Башкирии и будет замечательным человеком и супермузыкантом. Спасибо, Юлия. Скрипка в твоих руках буквально оживает. Мы получили море эмоций, огромное удовольствие, прилив сил и бодрости. Юлия с детства была окружена музыкой. В ее семье все музыканты. Дедушка баянист, мама скрипачка и сестры музыканты, а бабушка хорошо поет.
Я очень благодарна своему педагогу Фаине Борисовне Улановской за то, что учит меня прекрасному. Еще мне очень повезло с концертмейстером Гульнарой Рамиевной Гариповой. Нам с ней нравится импровизировать, говорит Юлия. Также она любит танцевать и играть в волейбол. В будущем Юлия хочет связать свою жизнь с музыкой, чтобы дарить людям радость. На телеконкурс «Елькян» Юлия готовилась упорно. Определилась с репертуаром, много репетировала и с большим нетерпением ждала репетиции с Национальным симфоническим оркестром. Отлично, вот дальше оно идет. Раз, два, Маленькую привела мама, годика 4 ей, наверное, было. Слух очень хороший, пела замечательно. Ну, мне мама сказала, спросила, хочешь ли ты заниматься на скрипке? Я такая, почему бы и нет? Мне было интересно. Вот. Потом уже начала заниматься, мне понравилось это все. Я отдельно встречаюсь с детьми сначала, потом большая репетиция дополнительно проходит, на которой мы не один, там 2, 3, 4 по надобности, хоть 5 раз можем пройти произведение. Потом в день концерта прогон. Для оркестра с точки зрения профессиональной это не составляет труда и напряжения, это больше, ну, относительно, не хочу высоких слов, но такой подвижнический вклад имеется в виду, что мы понимаем, что мы делаем, что мы... Самая долгосрочная инвестиция всегда это вот в детей, которые сейчас, вот даже если у них дома нету высокой культуры, бывает так, что вот такое выступление с оркестром что-то такое пробуждает в его душе, то есть вдруг какую-то пищу душа ухватывает, скажем так, внутренний мир человека, и что-то переключается. И вот это воспоминание потом даже у ребенка, окруженного повседневностью, серостью, может в нем пробудить нечто такое, что он станет большим музыкантом. Про конкурс «Елькян» мне рассказала моя учительница, она предложила мне участвовать, и мне было самое интересно как-то это испытать, с оркестром поиграть. К финалу конкурса «Елькян» я очень хорошо готовлюсь, занимаюсь, волнуюсь, думаю, что могу хорошо сыграть. У меня такая практика впервые, я еще не поняла, что я испытываю. Я просто волнуюсь и думаю, справиться или не справиться, потому что, это необычно для ребенка. В этом году, так же, как и в прошлом, талантливые, но совершенно другие. Это просто удивительно, как природа нам дает возможность увидеть характеры через детское исполнение, через их интерпретацию. И даже если звучали те же произведения, что и в прошлом году, они были совершенно новыми. В этом году общий уровень изменился к лучшему. Ребята лучше подготовились. Как сказать лучше? То есть это же уже ребята другие. Но они предыдущие, я так понимаю, что и выступления своих друзей, ребятишек видели, как это все происходит. Самое главное пожелание, которое я говорил и на конкурсных прослушиваниях, и я всегда придерживаюсь этого кредо, надо заниматься огромное количество времени и быть фанатиком, в хорошем смысле слова, фанатиком музыки и своего инструмента. Только в этом случае успех найдет своего обладателя, будем так говорить. Я волновалась, там я практически, я играла первый раз, поэтому я не понимала, как играть вместе, но я буду работать над этим. Все же, наверное, надеются на какое-то удачное выступление и, может быть, даже и победу. Мне бы хотелось, чтобы она сыграла хорошо, не хуже, чем может сама, а может она очень хорошо играть. Проект телеканала «Тамыр Елькян» стал настоящей творческой лабораторией для юных музыкантов. Здесь царит любовь к творчеству, родным мелодиям и к истории нашей земли.
На финале Юлия играла произведение великого композитора Загира Исмагилова. Его музыку знают, любят и играют по всему миру. Загир Гарипович с юных лет стал проявлять особый интерес к национальной музыке, играл на курае, но после школы поступил в Инзерский лесотехникум, потом работал таксатором. В то время в Белорецк на гастроли приехал Башкирский театр драмы. Загиру Исмагилову пришлось заменить в спектакле заболевшего кураиста. Его сразу заметили и пригласили в театр в Уфу, где он по вечерам выступал в качестве кураиста, а днем обучался в студии для одаренной молодежи при Башкирском театре драмы. Дальше он поступил в Московскую консерваторию имени Чайковского. Дипломная работа «Легендарная опера Салават Юлаев». Загир Гарипович внес огромный вклад в развитие национальной музыки. Великого башкирского композитора Загира Исмагилова любят и исполняют уже несколько поколений, а его творчество – яркий пример всем музыкантам. Елкен проектында катнашучыларга мен теләйм гел үз моңдарын, башкорт моңын яратып, кызыксынып, хакларга һәм уйнарга, матур итеп иҗат итәргә. Сегодня финальный аккорд нашего замечательного проекта, в котором дети показывают, я на бантик завяжу, дети показывают все, на что они способны. Пусть у них вот этот бантик будет на красоту и на радость. Сегодня очень ответственный день. Выступают с большим симфоническим оркестром. В общем, всем нашим ребятам огромного успеха. Не хватает у меня, чтобы сделать красивый бантик. Но я постараюсь. Еще разок. Хватило? О, самый красивый мой бантик. Все. Вот это хорошо завязал кто-то. Загир Исмагилов. Поэма. Исполняет ученица детской музыкальной школы номер 1 имени Наримана Сабитова города Уфы Юлия Козловская.
понравились, и мне очень сильно понравилось, как я сыграла с оркестром. И спасибо Дмитрию Сергеевичу, что у него такой хороший оркестр. Ну, конечно, хочется поблагодарить организаторов конкурса за предоставленную возможность детям поиграть с симфоническим оркестром. Я думаю, для них это очень яркое событие в жизни, счастливое мгновение. Вот как бы очень хотелось, чтобы ребенок смог поиграть. Ну, конечно, благодарны Улановской Фаине Борисовне. Спасибо преподавателям за их самозабвенный труд, а также концертмейстеру Гариповой Гульнаре Рамиевне. Елкен проектында катнашучыларга мен рухи байлык теләйм, музыкаль байлык теләйм. Шатлыклы мәлдәр күбрәк булган. Изге сәгатькә. Я думаю, что нам удалось сделать очень хороший, профессиональный, интересный и телевизионный современный проект. Я благодарю всех, кто работал в этом проекте. Благодарю за поддержку Министерства культуры нашей республики. Благодарю, конечно, Национальный симфонический оркестр. И огромное спасибо нашим жюри. Артур Назиуллин, Шаура Сагитова, Ильшат Мусимов, Артур Гайсаров, Виктория Сименова. Это 5 человек, которые в течение всего проекта, начиная с весны и вот по сегодняшний день, были рядом, отдавали весь свой опыт, всю свою душу нашим маленьким конкурсантам и, конечно же, подсказывали, поддерживали, успокаивали, иногда подталкивали. То есть, ну, такая вот хорошая, интересная, я думаю, что очень важная история сегодня свершилась, потому что мы все знаем, что музыка живет, пока ее исполняют. Юные музыканты осуществили свои мечты. Елкен вдохновил ребят, возвысил композиторов, окрылил педагогов. Любите музыку, дарите радость друг другу. До новых встреч!